вышел со штатива. Ну как ваше ничего? Пойдет, красота. Была бы вчера такая погода. Сегодня, да. А говорят, рая нет на земле, да? Да, вот он. Всем советую заняться рыбалкой и охотой, и будет рай. Вот. Это благодать Божья. Кто рано встает, тому Бог дает. Мы еще чаевничаем, а кое-кто уже поехал на рыбалку. Да пребудет с ними удача. Скоро мы тоже поедем. Всем доброго утра, друзья. 5 часов утра, 11 июля. И у нас, походу, начинается лето. Сегодня так она из-за угла потихоньку выглядывает, но это уже похоже на лето. Как мы видим, я в одной футболке, в горке. Прохладно, конечно, градусов 10 пока, но это еще утро, 5 часов утра. Нет туч. Дожди ушли. И такое чувство, что сегодня наконец-то будет жаркая погода. Я сегодня поеду на рыбалку без костюмов этих, ветровлага и все такое. Без зимнего снаряжения. Короче, все прекрасно. Вчера лил дождь, позавчера лил дождь, вчера был ветер. Сегодня вот райская погода. Ветер, скорее всего, днем будет, потому что проснулись раньше, 4:30 где-то. Гладь воды была идеально ровная, штиль был полный. Теперь поднимается небольшой ветерок. Ну ничего страшного. Главное, чтобы был не такой сильный, как вчера, и будет все четко. Сегодня выезжаем домой. Где-то до обеда порыбачим. Берем улов, то, что сегодня поймаем. Вчерашний, позавчерашний улов у нас в леднике. Ведерочко засолили. Рыбалка удалась, отдых удался. Все прекрасно, все хорошо. День обещает быть добрым. Утро уже доброе. И встречаемся на реке. Но пока утренние процедуры. Короткий завтрак. И вперед на речку. Ну как-то вот так. Умылись, помылись. Свежо. Бодренький. Все-таки северная природа, она самая лучшая. Какая она ни была, какая бы она ни была холодная, какая бы она ни была дождливая. Но зато, когда наступает лето, это самое лучшее лето на всем земном шаре. Я здесь родился, я здесь вырос. И это лучшее место на свете. Это райский уголок. Поверьте, друзья, это действительно так. Ну что, друзья, мой дорогой друг готов к бою. Второй дорогой друг тоже к бою готов. И мы поехали. Поехали. Позавтракали. Приходил Димыч. Попили чайку, тудым-сюдым. Обозвал Сашку Вассерманом. Как говоришь? Вассерманом! Да. Ну а теперь приступаем к самому интересному. А иначе зачем на земле этой грешной живу? О, как лодка
Рыбалка-то легонькая поехала, да? Ты все говорил, что она не едет. Ваше здоровье Сейчас. Это вообще пипец! Ядреный! Вот такая вот, друзья, красота северного края. Ни конца, ни края, ой, это красота. Так, где твой окунь-то? Я не... Улетел. Он уже под баком там. А вот он. Вот он. Вот с такого красивого вот окушка начинается сегодняшняя рыбалка. Поймал Саня. Он. Да. Автор этого окуня. На блесну 20-летней давности. На блесну 20-летней давности. Блесна довольно-таки внушительных размеров. Вот 2 лепестка. Вот. Вот на такую вот блесенку. Это блесна с 98-99 года. Вот. И она уже поймала столько рыбы, сколько некоторые за всю жизнь не ловят. Так, ну и мой первый заброс. Это я пока еще искал место, куда остановиться, тудым-сюдым. Прошлый год мы с Владом здесь рыбачили. 14 июля, если мне память не изменяет. Можно посмотреть прошлогодний ролик. Вода была для того времени большая. Я еще говорил, вот вода прибывает тудым-сюдым, рыба не клюет. Мы, конечно, половили. Но тогда вот здесь было на метр где-то меньше воды. Здесь была суша, мы остановились и рыбачили вот аж там где-то. Сейчас вода очень и очень большая и продолжает прибывать от дождей. Сегодня первый день, что нет дождя. Йенцекадан. Нет дождя, сегодня первый день. 11 июля. Как я про ту камеру забыл? Опа, есть поклевка. Есть. Вот он окушочек. И я обрыбился. Окунь, конечно, чуть поменьше, чем у Сашки, но это же окунь, а не какая-то камбала. Опа, есть. Вот он. Опа, второй. Покажи. А он уже там. Он там уже сорвался в лодке. Вот уже. Пока я снимаю, где она ловит рыбу. Да. Короче, надо мне завязывать это все. Пока не переключаемся. Я так давно уже на спине, только на сыне так последний раз рыбаю. Что, окушков? Ну, там и хорюцов мы таскали. Смотри, малька сколько. Я вижу. Просто их стеной он стоит возле берега, мальков. Мне кажется, резина здесь будет работать хорошо сегодня на окуне. Просто она будет изумительно работать. Сейчас еще раз кину, да возьму резину. Потому что прошлый год она также по большой воде выеживалась. Резина работала просто на ура. Вот желтая именно резина. Это не желтая, это зеленая, светло-зеленая. Но нет. Я говорю про прошлый год, я говорю. Просто она работала на ура. Плавок рядом. Что-то блесна, вибрик. Вот. Замолчали, достали удочку. Своя удочка у меня вчера сломалась катушка. Взял Сашкино удилище. И даже не успел дотронуться до мальков. На червя вытаскиваю вот третьего окуня уже. Клюет на окуня. Ершей здесь, видать, нету. Потому что глубина внушительная, более-менее. И я на пол воды вот вытащил уже третьего окуня. Вот есть поклевка. Есть, видите, его во. Клюет, понес. Давай. Вот он, полосатик наш. Красавчик. Ох ты, заглотил, смотри, как глубоко. Голодный. Голодный.
Хорошо хоть что окуню подъем воды по барабану. Вся остальная рыба. Пробовали хариуса вчера. Бесполезно. Ни одного всплеска, ни одной поклевки. Все, мы отплыли. Саш. Че, бог с ним. Покидаем спиннинг. А то с одной стороны, если мы сейчас здесь остановимся, мы так целый день и просидим. А так будем кидать спиннинг, будет больше шансов поймать щучек и другую интересную рыбку. Сейчас еще, если одного окушка, если получится, выдерну. А нет, тогда стану спиннинг и будем обкидывать, сплавляться. Слава богу, сегодня ветра такого нет, как вчера был. И сплавляться, я так думаю, будет одно удовольствие только. Что, клевало? Опа, вот он. Вот он, красавец, окушок. Очередной. Вот такой вот. Ну, давай еще попробую. Ну вот, пошел сплав. Потихонечку сплавляемся. И все-таки ветерок поднялся и делает небольшую бяку, прижимает к берегу. Ну, не такой уж, как вчера. Ну да, но все равно как бы надо после каждых 2 забросов заводить мотор и отъезжать на середину. Как вчера ветер был. Ну вчера даже мы забросы не успевали делать. О, мы с тобой хорошо порыбалили. Ну да, на якоре-то. А с якорем как бы не очень. Якором ты вчера быстрее порыбалил. Это только грязина несло на речь. Ну да. Вон, все, пена. Вода прет. Пена, грязи, вся срань вон на воде. Вода грязная, вода мутная. В воде столько еды, что мы еще хотим резиной и железом соблазнить какую-то рыбу, блин. Да хрен-то она сытая вся. Вот и на спиннинг. Ха-ха, я его снизу, смотри, за жабры. За пузо? Нет, снизу за жабры. Забагрил? Ну, получается так, да, он, видать, промахнулся. Ну вот, сколько, забросов 5, наверное, я сделал. Есть первый окунь. Ну, не первый, конечно, он уже. Он где-то уже, наверное, ближе к 10 подходит у нас улов. А, когда еще мы подъехали, только начали, я еще не достал удочку. Саня начал кидать, подходила к блесне щука и тоже не взяла. Получается, сегодня опять же не щучий день получается. А может возьмет? Ну, вчера же тоже не щучий день был, но... Вот, есть, вот она и щука. Вот она моя хорошая. Нет, окунь. И хороший окунь, вот он. Вот он, друзья. Смотрите, какой он прекрасный окунь. Наверное, самый крупный пока, да, наверное? Вот такой вот красавец. Вот таких окуней мы прошлый год ловили, Саш. На спиннинг. Его было мало, но он был такой. Ну как мало, нормально. Клевал он. Так что, если что, там ничего не найдем, можно будет здесь еще разик сплавиться, да? Ну я тоже так думаю. Опа, есть еще. Блин, ушел. Не, я ел рыбу сегодня. Я ел с утра сегодня рыбу. Опа, есть. Второй, блин. И поймал свою удочку. Было 2 поклевки. И оба раза... Так, еще попробуем вдогонку. Саш, мне что-то подсказывает чуйка, что надо подняться там и кинуть якорь. Там стайка хорошая, и окунь там хороший. Давай туда вон. Можно туда вон к притоку. Сейчас мы, сейчас поднимемся и закинем там якорь. Ну вот мы немного приподнялись, потому что здесь был пойман хорошенький крупный окунь. И сразу же за ним последовало 2 поклевки, 2 схода. И потом последовала 3-я поклевка. Я так решил, что здесь стоит стайка окуней. И мы сейчас это проверим. На самом деле это так или не так. Забросов 10 и все покажет.
Если здесь тайка, значит будут поклевки. Если нет, значит поднимаем якорь и сплавляемся дальше. Так, 2 проводки. Результат нулевой. А самосплавом, когда сплавляешься, блесна вообще по-другому играет, чем когда стоишь на якоре. Вот он. Еще больше. Красавец. Еще больше, да? Да. Вот он, друзья. Это вообще горбач. Хо-хо-хо, Саня. Да, красиво. Правда, дай я сфоткаю. Я потом тебе скину. Так. Янцикадан. Так, Янцикидин. Подожди, Янцикидин. Да. Блин, не вовремя выключился. Вот он. О, я. Опа. Вот он! Вот это красавец. Смотри, Саня. Вижу. Вот это я, да. Вот это жлоб. Фоткаю с ним, блядь. А? Сейчас ты мне дай-ка. Янцикадан. Вот это Янцикадан. Янцикидин, дай сфотографируюсь, я зем, бля, кому. Только не урони его. Да ну, ты чё? Говорят вот некоторые, фу, язь. Я вообще, у меня столько радости от язя. Смотри, какой он сильный, смотри. Вот это удар был. Я, главное, только выключился. Говорю в своей камере. Ну, типа, сейчас громко не буду говорить, а то он опять выключится. Типа, хорош. О, еще поклевка. Тоже я. Нет, ушел. Что-то, О, я. не знаю, что было, он не показался. Короче, я ему говорю, чтобы он остановил съемку. Ай, вот это зацеп. И хороший зацеп. Нет, ушел. Вкус зацепил. Короче, говорю я своему аппарату, чтобы он остановил съемку. И только я это сказал, и съемка остановилась, сразу последовал удар. Ну, хорошо, что я до конца не успел выключить камеру. И должно, в принципе, засняться. Я думаю, я сам увижу. И вы тоже увидите, как это было. Это было здорово. Вес рыбы, которая борется, и потом видеть, что идет, и потом это еще без сачка вот так вот в нагляк вытащить из воды. Это супер. Адреналин. Фу. У меня аж торкнуло, блин. Мама, не горюй. Да, вообще приятно. Это такое чувство, что ни сказки сказать, ни пером описать. Вот такой вот красавец-хорюзочек. Попал на мушечку. Кинул мушку, заметил плеск хариуса, закинул мушку. И вот, пожалуйста, результат. Нормальный хорюзок. Янцикадан. Так что у нас к общему числу язя, окуня и щуки еще и хариус прибавился. Нормально. Так, ну что, у нас вторая поклевка на мушку, да. Вот он. Вот тоже такой же. И на ту же мушку. Желто-красно-коричневая. Там у тебя такие есть. Вон, видишь, вон. Янцикадан. Что? Сегодня и хариус заклевал. Это хорошо. Это значит, погода налаживается. И хариус начинает кушать. Вчера, позавчера он просто кушать не хотел. А тут, несмотря на подъем воды, он начал кушать. Значит, вода скоро пойдет на спад. И будет все шикарно. Но дождей, вон сегодня погода же замечательная. Не считая вот этой серой тучки, которая надвигается. Я сегодня даже плащ не взял. Вон еще хорюзок. Третий. Или это окунь? Окунь. Окунь, друзья, окунь. Окунь на мушку. Он такой вот окуняка. И опять же на ту мушку.
желто-красно-коричневая мушка. Вот такой вот окунь. Енскадан. Мальков много, по идее рыбы должно быть много, а видишь, не берут. Или они сытые уже. Ах, какая бы сытая рыба ни была, вон щука берет. В животе язя он кидается на вертушечку, блин. Это все ерунда. Главное, есть клевый день, есть не клевый день. Вот вчера был не клевый, поймали больше ведра. Позавчера был не клевый, тоже пол ведра где-то поймали. Сегодня тоже не клевый. Даст Бог, сегодня наловим. Да? Мы сегодня долго не будем. Сегодня только пол ведра поймаем. Не, часа два уже надо к берегу. Пока соберемся, пока ты за рыбой сходишь. Так, что там у меня? Или это ЗЦ был? Нет, это не ЗЦ, это клевало. Дергало, да? Ну вот, сплав дал нам все-таки небольшой результат. Была поклевка подъязка. Вот он такой вот подъязочек. Взял на вертушечку. По сравнению с этим старшим братом он, конечно, ни о чем. Но все равно приятно. Тем более было уже молчание. Длительное молчание. Поклевок не было долго. Поклевка какая, покажи. Да. Вот такая поклевка, видите? Сенокос. Это сенокос. Вон, малька играет очень много, вода аж кипит от мальков. Получается, вон. Бурлит, кипит. Вот она. Вот это всплеск, вот это язина. Вот это была язина. Опа, и все мимо. И мы сейчас его проплывем. Кинуть якорь? Ну, мы уже проплыли его, потом... А? Ну якорь кинешь, мы так и так ниже будем. Потом, если что, поднимемся. Сюда надо кидать, вот. Ну надо повыше встать немного. Вот сюда. Да мне кажется, этого язя здесь вдоль травы не только здесь. Его везде хватает. Но почему-то не берет. Нет, взял один вот. На вертушку. Довольно такую не мелкую. Где-то в районе троечки. Вертушечка. Не хочет он нам вертушку брать. Не хочет. Я считаю, догонку там сейчас. 2 раза я ему кинул. Он не хочет. Ну и ладно. Если захочет, я вам покажу. Ну а пока выключаемся. Или что, поймал что? Траву. Траву поймал? Молодец. О да, тут такая трава. Кругом трава. И в этой траве получается этот язи, или кто-то, меня не знаю, трется, наверное, об траву. И балдет. Так смотришь, вода сквозняком идет, даже не скажешь, что здесь трава растет. Тут вот такой вот камыш вырастает. Когда падает? Да, когда вода упадет сейчас. Сначала она лежит, а к осени вот такой высоты камыш. Если вода будет такая, к осени ни хера она не упадет. Ну, да упадет же, наверное, лето-то будет, наверное, все-таки. Ну да, уже скоро. Скоро осень. Месяц, блядь. Зиму перезимовали, весну перезимовали, осталось лето перезимовать, и все будет нормально. Вот он здесь под лодкой. Поймал! Поймал! Вот, друзья, поймал я его, руками поймал. Клюнул язь на червя. Я его выкинул на берег. Благо тут я в сапогах. Потом мы лодкой наехали, и все-таки я его поймал. Енскадан. Момент поклевки заснять не удалось. Но я его не выловил, а поймал руками, получается. Енскадан. 3-й язь сегодня. Вот так вот. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Фу. Хапнули адреналинчику, конечно, мы. На подъеме хватил червя.
Главное, смотрю, грузило вижу, а его не вижу. Думаю, ну все, наверное, он ушел. А натяжка есть как бы и не шевелится. Мы его лодкой придавили, получается. Да. И потом уже смотрю, нащупал. Энскадан. Что же он не хочет брать на блесну? Так, а потому что нету клёва. Он малька тоже он не берет. Червя нацепили и начал брать червя. Третий язёк. Вот он. Какой? Вот он раз. Вот он два. И вот он три. Три яська. Не стал стараться в лодку. Мне показалось, он крупный. И выкинул на берег. А на берегу тут, оказывается, и берега-то нет. Тоже вода. Но... Ну да. Не, берег там может есть, но... Ну да, ну ничего, сапогами достал, да и то хорошо. Вот он есть, друзья. Первый заброс на дальняк и сразу вон. Удача. Подожди еще, подожди, неудача. Что, поднимаем? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот Енскадан. Только под сак взял. Вот он, смотри как надо. А что ты мне раньше не сказал, что так можно было? А ты чё, мол, не спрашиваешь? Да, в катушку я еще, блин, левой рукой не крутил, блин. Ну, я так кручу, мне так удобнее. Правой, что ли? Почему? А, ты в обратную сторону? Почему? Вот я кручу. О. Нет. Ну, а тут-то у тебя в другой стороне вон вертушка. Ручка, с правой. Перекрутить просто надо. Может, кто-то переделал под себя. А пацан, наверное, переделал. Там же жена откручивает. Смотри, первый заброс, да, и сразу хапнул. Ну, а чё? Енскадан. Получается, я здесь есть. И на червя. Так, это отлично. Сак возьму. Давай. Сак, куда ты? Сак-то уж подложи туда. Где он? В другую сторону. Ты подложи сак и потом поднимай. Подожди. Ну-ка, уйди. Вот. Уйди. Вот так. Сачок держи. Тут твой сак. Это мой. Енскадан. Заставил-то адреналинчику. Пятый язёк. Я сейчас делаю себе удочку. Вот он, мой хороший. Опа! Вот он. Ни хрена себе он заглотил. Это был, значит, мой. Давай тебе перекручу. Давай. Сейчас, подожди, я только цеплю его. Так, это что у нас, четвертый язёк уже? Или... Знаю, ты ничего не спрашивай, Геннадий Геннадьевич. Так, все. Дай удочку сюда. На, перекручивай. Это вот так элементарно делается. Вот. Фу, Енскадан. Молчи, лучше ничего не говори, бляха-муха. Нормально, все равно вся рыба в Сосногорск поедет. Да при чем тут это? При чем тут это, Геннадий Геннадьевич? Да хоть даже Троицкий она останется. Просто ничего не говори. Сейчас я сделаю тоже. Ну, удочка-то твоя все равно. Если бы не твоя удочка, я бы не поймал. Да какая разница, твоя, моя. Шестиметровка нужна тут, конечно. Сейчас вот, шестиметровка. Учись этим рыбалить, на. Все, сделали удочку. 10-метровку. Так. Ну что, друзья, рыбалка продолжается. Поклевка и язь. Вот они. Так, рано. Вот так, пробуем поднимать. Опа! Бляха-муха. Вот так вот, Енскадан. Вот так вот, друзья. Енскадан. Он, значит, был мой, не сошел. На правильную удочку, правильный язык клюет. Саша, меня не будешь бить? Ты можешь молчать? Енскадан. Сейчас, подожди, я сделаю удочку. Так,
Блин, где же мы раньше-то были, а? Кидаем спиннинг, целый день кидали спиннинг и удивляемся, что не клюет. Наверное, не клевый день. А ларчик просто открывался. Или просто он начал клевать. Но не думаю, что если я сейчас начну кидать спиннинг, будет клевать. Глубоко сомневаюсь. А на червя он, даже на малька я пробовал и тоже не берет. А червяка я захотел. Что-то вроде бы клюет, но не пойму что. А, вон, плотва, походу. Походу плотвичка. Ага. А нет, подъязок. Подъязок. Я его отпускаю, пусть растет. Иди, расти, друг. Да не сюда иди, туда иди. Ну, уйдешь, уйдешь, не уйдешь, не уйдешь. Я тебя отпустил. Стоит, главное, в траве. Что? Пришло время собираться. Поклевок мы дальше после схода язя так и не увидели. Даже перестал клевать на червя. Совсем пока не собираюсь. Я там, когда между дамбами буду ехать, буду посмотреть. Если всплески будут, может остановимся еще. Я тоже спиннинг покидаю там еще. Вот, это если что. А если нет, так сейчас чайку глотнем и рванем в сторону дома. У нас ведро рыбы в леднике. И здесь вот столько вот окушки, 2 кариуса. И язей тут сколько? Штук 6, наверное, точно есть, да? Да, наверное. Ну, короче, там под баком.